Далее в эфире новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах этого выпуска. Премьер-министр республики Кирилл Бычков проверил ход строительства Ленского моста. На сегодня уже установлено 73 сваи. Дым от котельных, которые находятся в самом центре Хандыги, продолжает отравлять не только воздух. Расскажем подробнее. Спортсмены по национальным прыжкам стараются изо всех сил. Открытый турнир на призы мастеров спорта Усть-Алданского улуса собрал именитых прыгунов. Премьер-министр республики Кирилл Бычков проверил ход строительства Ленского моста. В частности, председатель регионального правительства оценил ход работ на правом берегу реки. На сегодня 73 сваи моста уже установили. При этом всю буровую технику завезли в марте. Завезли в Якутск и все кофердамы, стальные конструкции, позволяющие создать сухую рабочую зону в русле реки. Их погрузка в воду запланирована на август. Как отметил Кирилл Бычков, темп работы у подрядчика активный, нареканий нет. Включает проект строительства и противопаводковые мероприятия, в том числе и все риски повышения уровня воды в реке. Предусмотрена какая-то ограждающая конструкция, которая обладает плавучестью. Эта конструкция собирается на берегу диаметром, высотой 17 метров, размерами в плане 23 на 38 метров. Она собирается на береговой части и в последующем спускается на воду. И уже наплавным монтажом происходит ее монтаж в русло и установка в проектное положение. Котельную «Звезда» в поселке Хандыга планируют построить к 2029 году. Тем временем дым от котельных, которые находятся в самом центре Хандыги, продолжает отравлять не только воздух, но и жизнь сельчан. Чем сейчас дышит самый густонаселенный пункт Тампонского района, расскажет Эржена Гармаева. Тампонский улус известен как угледобывающий район. Потому и административный центр, поселок Хандыга, отапливается только каменным углем. При этом котельные располагаются вблизи домов, школ и поликлиник. И такое соседство хандыгчан не радует. Зашлаковано страшное в поселке, да? Некоторые котельные убрали, но все равно здесь в поселке пыль страшная. Например, шлак собирает здесь прямо до дороги, потом убирает, слой шлака бывает там. Дома заходят, аллергия у людей начинается. Котельные старые же, все время ломаются, меняют там И крайние дома, как они у них там, как живут, точно не знаю, но у них там точно холодно. Сейчас в Хандыге работают 8 объектов теплоснабжения. Котельный квартал Б, РИК и ПМК эксплуатируются еще с советских времен. Они-то и вызывают особенное беспокойство. Когда за полтинник выходит, получается, на максималках приходится работать. Самая плохая у нас квартал Б котельная. Она в очень плачевном состоянии у нас. Все сваи прогнили, разваливается, усиляем. Каждый год же ремонтируем, потому что зимы-то тут уже у нас же такие сложные, и приходится котельная на износ работает. И потом весной, летом опять так же готовимся, ремонтируемся. У нас другого варианта-то нету. И все же Хандыга не стоит на месте. Только за последние 5 лет в поселке появились новые здания Тампонской гимназии и библиотеки. Строятся и жилые дома. Ведется масштабное строительство нового жилья в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. И увеличить мощность надо, чтобы новые дома многоквартирные обеспечить достаточным количеством тепла и водоснабжения. Должны были по первоначальному плану начать еще в 2025 году но в связи с трудностями с финансированием все отодвигается дело. Построить новую котельную в Хандыге обещают к 2029 году. Ее производительность будет настолько большая, что она позволит заменить 3 старых изношенных котельных. А располагаться она будет вот здесь, за пределами Хандыги, что положительно скажется на экологической ситуации в поселке. Эржена Гармаева, Степан Достыров, Хандыга. В республике, учитывая огромные территории, давно применяется практика выездных медицинских бригад. Привычные бригады офтальмологов, групп диагностики. В этом году в Алекминском районе отработали врачи-хирурги из 2-й республиканской больницы. Малая бригада прибыла с тем, чтобы провести ряд операций. Сегодня Владимир передвигается намного увереннее. На днях ему провели операцию бесплатно. Хромал, нога короткая была. Позвоночник уже уходить начал в сторону.
Сейчас вот ощущаете, что... Ну, сейчас вообще хорошо. Скоро бегать будем. К слову, в 2013 году такая операция обошлась бы пациенту в кругленькую сумму. Ну, это тогда еще, когда в 2013 году 200 с лишним тысяч было. А сейчас это бесплатно? Это бесплатно все. Вызвали, день анализа взяли, на второй день уже все с операцией. Делится радостью и Сергей. До операции он был почти обездвижен. Попасть возможно было вот, на операцию? Куда? На операцию до этого. В Якутске? Да. Да к Якутску заехать надо, же не просто так. Не сорвешься, зимой не поедешь на машине, только летом на пароходике есть. А больше никак. У него как вот тазовин штаб не сгибается. Да, да. Вот так не сгибалось. Вообще. Вот так, как столбом ходить. Да, да, да. Было. Ему целый автобус нужен. Сопровождение. Ну, довольны? Ну, конечно, довольны. Я вот он, рядышком. Деревня рядом, я спасаюсь с деревни же. Или мне в Якутск ехать, это целое дело, там же жить надо, кроме этого всего прочего. Ну да. А здесь как хорошо. Приехали, сделали, все рядышком. Эти операции, всего их 35, проведены выездной мобильной бригады врачей РБ-2. Из них 11 варикосэктомий, 16 геморроэктомий и установлено 6 тазобедренных имплантов тотальных. Также провели 2 удаления желчнокаменной болезни, удаление желчного пузыря пациентам ЖКБ. Это были молодые женщины, которые согласились на мини-инвазивный доступ, потому что лапароскопическую стойку массивно мы опять же привести по дороге не смогли. Вот, и провели еще 2 экстренные операции жизнеспасающие. Общее количество у нас операций составило 37. В планах бригады приехать летом, но тут многое зависит от оборудования, которого нет в Центральной районной больнице. И если у нас будет урегулирован вопрос по наркозному аппарату летом, мы приедем на более, скажем так, расширенную командировку, которая затронет операции пациентам с патологией желчного пузыря, лор-патологией и более серьезные разные вмешательства. Это не просто выполненное задание. 35 человек начинают жизнь другой жизнью, полноценно. Здесь таких операций не проводят. Ездил до этого в Якутск, ну, говорят, там программа очень загруженная, поэтому очень благодарны, что такие выездные бригады выезжают по районам, делают операции. Медики из РБ готовы сделать больше, а население надеется, это не последний приезд специалистов. А эти прооперированные товарищи у нас уже как бы на ходу. Были сложности, сложные ситуации, но все-таки обошлось, все нормально. Люди довольны, конечности выровнены. Главное, что не ходят. Елена Фастов, Максим Копылов, Алекминск. У учащихся Кировской школы Горного района с этого дня появилась возможность быть в курсе современных тенденций в создании контента, особенностей работы в социальных сетях и секретах успешного ведения блогов. Это стало возможным благодаря проекту «Медиацентр ЭйГе» Всероссийского открытого конкурса проекта «Среда возможностей» фонда Тимченко. В рамках первого мероприятия приняли участие известный блогер Максим Тихонов Геликс Макс и режиссер кино Николай Корякин Айдын Ате. На мероприятии присутствовали 46 школьников, которые с большим интересом слушали выступления экспертов и задавали вопросы о мире медиа. В связи с открытием медиацентра в нашей школе в следующем новом учебном году планируем ввести внеурочные часы именно в направлении медиашколы. Работой медиашколы планируем охватить где-то порядка 30-40 обучающихся, и это будет отличным результатом для нашей школы. В Якутии проходит Кубок главы региона по шахматам. Он проводится в 3-й раз и в этом году включает в себя 3 значимых соревнования всероссийского уровня. Этап фонбет Кубка России по шахматам среди мужчин, а также этапы по блицу, блиц-гран-при России и по быстрым шахматам рапид Гран-при России. Общий призовой фонд 2 миллиона рублей. Кубок стартовал вчера, 31 марта, и продлится до 11 апреля. В течение этих дней шахматные поединки будут проходить в городах Якутск и Покровск. Участие принимает около 70 шахматистов с разных регионов страны, в том числе гроссмейстеры международного уровня, среди которых Вадим Звягинцев. Я видел и общался с якутскими шахматистами на различных российских
турнирах. Я прекрасно их знаю, что сейчас новое поколение, уже несколько лет, как шахматы очень бурно развиваются, и уже много якутских шахматистов принимают участие в всероссийских турнирах и успешно принимают участие. Ну и вот тот день, который я здесь нахожусь, все на самом высоком уровне. Я уже очень много успел посмотреть, было много общения. Я вижу, что шахматы здесь очень любят, они развиваются стремительными темпами. В селе Барагонцы спортсмены по национальным прыжкам стараются изо всех сил. Открытый турнир на призы мастеров спорта Усть-Алданского улуса собрал таких именитых спортсменов, как Игорь Скрябин, Нюргун Сокольников, Анна Лыткина. Как отмечают организаторы национальных прыжков, такие соревнования по республике проходят редко. Поэтому спортсмены стараются пройти все турниры, чтобы быть в оптимальной форме перед играми Манчары, которые пройдут летом уже в Татинском улусе. Приехали для того, готовиться к играм Манчары. Хотим подготовиться, поэтому лучше удачно получилось, что тут проводят соревнования. И дорожка очень хорошая для прыжков. А в целом довольны ли результатами? Ну, сегодня очень личный рекорд девочки побили. Под кандидат в мастера спорта уже приблизились. Ну а в Нюрбе проходит 23-я спартакиада по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы республики Вилюйской группы районов. В спартакиаде принимают участие 6 команд из Горного, Верхневилюйского, Вилюйского, Сунтарского и Нюрбинского районов. Свое профессиональное мастерство бойцы противопожарной службы продемонстрируют в 10 разных соревнованиях. 23-я спартакиада отрядов посвящена памяти бывших бойцов УГПС номер 26 города Нюрба, участников специальной военной операции Вениамина Апайдютова и Ивана Яковлева. Данная спартакиада поддерживает нашу боевую готовность. Это самое главное в нашей профессии – быть всегда наготове. В данной спартакиаде будут определены 3 лучшие команды, которые будут представлять Вилюйскую группу районов в финальных соревнованиях. Финальные соревнования проведут у нас в августе в городе Якутске. Кроме этого, летом пройдет спартакиада заречных и центральных групп районов, в которых тоже будут определены 3 лучших команды, которые будут выступать в финале. На осенние результаты у нас есть нормативы пожарно-строевой подготовки. Именно по этим нормативам принимаем зачет. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.